Глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны Содружества независимых государств в столице Беларуси. На прошедшей неделе Минск собрал руководителей оборонных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, генерального секретаря и секретаря Совета министров Содружества. В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и развития объединенных систем военного назначения в формате Содружества. Утвержден план совместных мероприятий на 2025 год. Его участники одобрили концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств до 2030 года. Мероприятие завершилось подписанием ряда важных документов. Встреча представителей оборонных ведомств совпала с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и с Днем независимости. По этому случаю во Дворце Республики состоялся торжественный концерт, а у обелиска Минск, город-герой, военный парад. Среди парадных расчетов торжественным маршем по площади прошли военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана. Шествие контингента Вооруженных сил стран Содружества и возложение корзин с цветами к монументу Победы стало олицетворением общей памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. В Астане на базе столичного военного колледжа имени генерала армии Сагадата Нурмагомедова прошел учебно-методический сбор с руководящим составом местных органов военного управления. С участниками сбора встретился первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Были подведены итоги весеннего призыва граждан на срочную воинскую службу и поставлены задачи на новый период. Подробно рассмотрены вопросы оказания государственных услуг, организации и ведения автоматизированного учета мобилизационных ресурсов. Также начальник генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов поздравил новоиспеченных офицеров военного института сухопутных войск. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам военного вуза прошла в Алма-Аты в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. 142 молодых офицера получили дипломы и пополнили ряды вооруженных сил. В мероприятии приняли участие руководство вооруженных сил, сухопутных войск, ветераны, родители и близкие молодых лейтенантов. В столичном военном колледже Министерства обороны имени генерала армии Сагадата Нурмагомедова состоялся первый выпуск. Мероприятие началось с традиционного возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, поздравления и пожеланий. В первом выпуске сержантские погоны получили 82 кадета. Все они распределены для дальнейшего прохождения воинской службы в воинские части Вооруженных сил Республики Казахстан. После торжественной церемонии вручения дипломов состоялся ритуал прощения с боевым знаменем учебного заведения и вступление в сержантский корпус. В Жамбылской области завершилась совместная тактико-специальное учение «Дала-Сункара-2024» военнослужащих горно-егерского полка регионального командования Юг сухопутных войск Казахстана и воинского подразделения армии Кыргызстана. Тактический эпизод по совершению огневого налета на базовый район условного противника и его уничтожению военнослужащим помогли выполнить летчики Шымкентской авиабазы и операторы Тарасского центра боевого применения беспилотных авиационных систем. Беспилотники вели воздушную разведку местности и поиск цели, а с помощью вертолета группы были доставлены в район огневого налета на противника. Сводные подразделения Казахстана и Кыргызстана с поставленной учебно-боевой задачей справились успешно. В Актауском гарнизоне на базе 390-й бригады морской пехоты начались занятия по специальности. Морские пехотинцы отрабатывают нормативы по тактической, инженерной, огневой, строевой, специальной медицинской подготовке и радиационной, биологической и химической защите. Кроме того, обучение проводится на тренажерных комплексах отечественного производства, благодаря которым можно почувствовать шум мотора боевой машины и ощутить себя механиком-водителем многотонного танка Т-72, не выходя из учебного класса. 30 медалей завоевали юниоры ЦСКА на международном турнире CISM. В общекомандном зачете Казахстан занял второе место. Первые международные игры CISM среди юниоров по боксу, волейболу, полевой стрельбе, легкой атлетике и плаванию прошли в российской Туле. В них приняли участие 278 спортсменов, выступавших за Бангладеш, Беларусь, Буркина-Фасо, Казахстан, КНДР, Мозамбик, Пакистан, Россию и Сербию. Казахстанские спортсмены состязались в плавании, боксе и пулевой стрельбе.
На учебно-тренировочном аэродроме Байсерке в Алматинской области прошел 31-й чемпионат Республики Казахстан и вооруженных сил по классическому парашютному спорту. Соревнования собрали 15 мужских команд. В общей сложности в них приняли участие 52 человека. Участники состязаний показали мастерство в прыжках на точность приземления с высоты 900-1200 метров и в акробатических прыжках с высоты 2200-2500 метров. В течение недели спортсмены совершили 560 прыжков с парашютом. Безоговорочными победителями во всех видах программы стали представители Центра парашютной подготовки Вооруженных сил Казахстана. В Кунаеве на базе войсковой части 32-363 подведены итоги чемпионата Вооруженных сил по военному троеборью. Состязания, проведенные в рамках спартакиады Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта, были организованы Центральным спортивным клубом Министерства обороны. В них приняли участие более 30 армейских спортсменов в составе 11 команд, представлявших виды вооруженных сил, рода войск, региональные командования и высшие военно-учебные заведения Министерства обороны. В течение 3 дней военнослужащие соревновались в точности стрельбы из автомата, в дальности метания гранаты, в преодолении полосы препятствий. По итогам чемпионата по военному троеборью победителями стали воины-спортсмены регионального командования «Юг». На 2-м месте военнослужащие десанта-штурмовых войск, на 3-м – сборная военного института сухопутных войск.